В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российские борцы одержали победу в общекомандном зачете чемпионата мира в Нур-Султане. В их активе 9 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Добавлю, что россияне завоевали 9 олимпийских путевок из 18 возможных. На второй позиции общего зачета соревнования завершили американские борцы, завоевавшие 5 золотых и 2 бронзовые награды. Третьей стала сборная Грузии. На ее счету 4 золота и 2 бронзы. Следующий чемпионат мира пройдет в Осло в 2021 году. Олимпийские же игры состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Сборная России по художественной гимнастике также может похвастаться успехами на соревнованиях международного масштаба. Накануне в Баку завершился чемпионат мира, по итогам которого российская команда записала в свой актив 8 золотых медалей из 9 возможных. Всего на ее счету 13 наград. В заключительный соревновательный день медаль высшей пробы в копилку нашей сборной принесли Анастасия Максимова, Анжелика Стубайла, Мария Толкачева, Анастасия Шишмакова и Евгения Ливанова, выступавшие в групповом многоборье. Российская сборная выиграла медали и зачет 13 раз подряд. Вторыми стали японки, третьими израильтянки. Четвертая ракетка мира, россиянин Данил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-1 в пользу 23-летнего Медведева. Российский теннисист одержал 6-ю победу на турнирах ATP. В нынешнем сезоне он выиграл турнир Софии и Мастерс Цинциннати, а также дошел до финала открытого чемпионата США. Медведев стал 5-м действующим теннисистом, которому удалось дойти до финала на 5 турнирах ATP подряд. Ранее подобного достижения добивались только Новак Джокович, Роджер Федерер и Энди Мюррей. Российские волейболистки одержали победу над командой Сербии в матче Кубка мира. Турнир проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 3-1, а в турнирной таблице россиянки после 6 матчей занимают 3-е место, набрав 13 очков. В активе команда 5 побед и 1 поражение. Лидирует сборная Китая, у которой 17 баллов. На второй позиции с 15 очками идут американки. В следующем матче турнира российские волейболистки сыграют с командой Аргентины. Встреча пройдет сегодня. Футболисты столичного ЦСКА со счетом 3-2 одержали победу над Краснодаром в матче 10-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на ВЭП-арене, а в составе армейцев 2 результативных удара нанес Никола Влашич, еще один мяч на счету Федора Чалова. У Краснодара дубль оформил Маркус Берг. Московский клуб идет вторым в турнирной таблице, набрав 22 очка. Краснодар занимает 4-е место, имея в активе 20 баллов. В следующем туре армейцы на выезде сыграют с Уралом. Краснодар на своем поле примет Тульский Арсенал. Обе игры пройдут 29 сентября. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» проиграл московскому Мосполитеху в матче заключительного тура первого этапа Кубка России и выбыл из турнира. Встреча группы 2 прошла в Московской области и завершилась со счетом 7-3. В составе хозяев площадки дубли оформили Дмитрий Курушин и Сергей Попов. По одному взятию ворот провели Максим Юсупов, Никита Лабзин и Дмитрий Тренкунов. У «Зари» отличились Джулустан Пестряков, Никита Рычков и Яник Самплей. Таким образом, единственную путевку группы в следующий раунд Кубка завоевал Мосполитех, набравший 9 очков в 3 играх. «Заря» финишировала в группе 2, имея в активе 4 балла. Подмосковный «Витязь» обыграл санкт-петербургский «СКА» со счетом 4-2 в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Александр Семин, Павел Чернов, Евгений Монс и Алексей Макеев. У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий и Александр Барабанов. «Витязь» продолжает возглавлять турнирную таблицу западной конференции. В активе команды 16 очков. «СКА» идет 8-м, набрав 12 баллов. В следующем туре 24 сентября «Витязь» на своем льду примет екатеринбургский автомобилист. «СКА» днем ранее также дома встретится с московским ЦСКА. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжим следить за всеми событиями в жизни регионального и всероссийского спорта.